В рамках программы кураторства и иммунизации детей районные педиатры посетили 50 сельских медицинских пунктов по всей Абхазии. 506 детей прошли осмотр и были привиты. Сейчас, как вы знаете, эта программа достигла завершающего этапа, и поэтому у нас есть довольно серьезные причины полагать, что мы сможем возобновить поддержку программы иммунизации и поддерживать иммунизацию в Абхазии. И поэтому так важно, вот сегодняшняя встреча так важна, потому что, мне кажется, мы можем ее использовать для того, чтобы для себя определить, что уже было сделано, с одной стороны, с другой стороны, что нуждается в дальнейшей поддержке и на чем в будущем стоит сосредоточить свое внимание. Одна из главных целей программы кураторства и иммунизации – оценка положения в ФАПах. В частности, особое внимание уделялось вопросам ведения документации, наличия необходимых препаратов для оказания первой помощи, навыков консультирования и патронажа новорожденных, навыков по осмотру детей до 5 лет, выявления и перенаправления беременных и другие аспекты оказания помощи. Например, в Гагарском районе было проведено 9 первичных кураторских выездов в села. Почти во всех селах ФАПы, сельские пункты, они оборудованы. Единственное, вот у нас Бзыбский район, там ФАП находится в таком вагончике, не совсем пригодном, там жарко летом, холодно зимой. Хотелось бы, конечно, чтобы там был построен более-менее хороший ФАП. И вот в Хашупсе у нас тоже ФАП, он находится в таком старом здании, и именно комната, где принимают детей, она находится на 2-м этаже, и там после наводнения лестница, она в аварийном состоянии, туда очень тяжело подниматься, и поэтому прием ведется в такой вот маленькой комнатке на 1-м этаже. Во всех населенных пунктах, единственная у нас еще проблема, у нас не во всех населенных этих пунктах есть работники. На Бзыбе у нас нет медсестры, у нас нет в Дичрипше медсестры. Вот. В принципе, работа во всех пунктах ведется, документация везде заполняется, консультирование детей до года проводится, патронажи. Особое внимание было уделено иммунизации. Врачи подчеркнули, что за последние 2 года процент вакцинации сильно снизился, что привело к отсутствию коллективного иммунитета. Например, коклюшем только в 2023 году заболел 691 человек, из них 40 взрослых. Массовый отказ от вакцинации приводит к распространению различных заболеваний. Поэтому в рамках проекта педиатры старались объяснить, насколько важно прививать детей. Мы работали не только с теми, кто хотел прививаться, но с теми, которые отказывались, беседовали с ними. И у нас были и положительные результаты, когда родители соглашались на эти прививки. Перед тем, как осуществить вакцинацию, за месяц проводился кураторский визит, где мы беседовали с медсестрами, с работниками ФАПа, которые должны были предварительно проводить беседу, лекцию для того, чтобы родители правильно воспринимали информацию о том, почему вообще нужна вакцинация, то есть все плюсы приводили примеры, что очень много коклюша на сегодняшний день. Процент вакцинирующихся снизился после пандемии COVID-19, которая длилась 2 года, отмечают медики. Главврач инфекционной больницы города Сухум Астамур Гуния подчеркнул, что с коклюшем сегодня ситуация непростая, болеют как непривитые дети, так и их родители, хотя подобного положения дел можно было бы избежать. Если мы смогли бы донести до людей, прививались бы, этой болезни не было бы, как в советское время. С ней можно справиться полностью. Но, к сожалению, мы не справились. Я не знаю, как можно эту ситуацию поменять. Наверное, опять-таки совместными какими-то усилиями донести, переиграть сарафанное радио, соседи, я не знаю. Ситуация, знаете, какая была? В соцсетях одна женщина напечатала, просьбу, сейчас модно почему-то коклюш лечить лошадиным и ослиным молоком. Так вот, женщина написала пост и спросила у населения, кто может подсказать, где купить лошадиное или ослиное молоко. 300 комментариев из 300
все ей советовали, где купить, где найти, но ни один человек не сказал пойти обследоваться и лечь в больницу. Главный санитарный врач страны Алла Беляева считает, что в медучреждениях должна проводиться активная работа по разъяснению населению важности вакцинации. Оказывается, медсестры в первичном звене на ФАПах тоже фактически не ведут пропаганду прививок. Просто они не знают, что они должны этим заниматься. Возможно, как-то можно будет провести тренинги среди этих медсестер с разъяснением их обязанностей и в первую очередь по прививкам. В завершении встречи было отмечено, что регулярные визиты районных педиатров в сельские медицинские пункты играют ключевую роль в улучшении качества медицинской помощи и обеспечении здоровья детей в отдаленных селах. Гугут Савардания, Рамо Камкия, Абхазское телевидение.